Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в нашей студии генеральный директор Центра информационных технологий Дмитрий Ресих. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Центр информационных технологий существует уже второй год, однако далеко не все знают, чем конкретно ЦИТ занимается. Можете коротко рассказать о том, что такое ЦИТ и для чего он нужен? Центр информационных технологий Республики был создан под кураторством Комитета связи информационных технологий для осуществления процессов информатизации как в органах власти, так и в коммерческом секторе. Одним из крупнейших проектов Центра информационных технологий было открытие IT-парка «Алания». Этот проект разрабатывался давно, идея создания его принадлежала еще, точнее, она была оформлена еще при премьере Хлынцове, однако открылся IT-парк только в феврале 2014 года. Вот почему такое долгое время прошло от идеи до реализации, и как все-таки удалось реализовать этот проект? На самом деле строительство достаточно давно, с 2006 года, шло бизнес-инкубатора, и по программе поддержки и развития малого предпринимательства именно на эти цели были выделены федеральные деньги совместно с региональной и муниципальной частями. Получился долгострой, к сожалению, по объективным, субъективным причинам мне не судить эту ситуацию, но после того, как представители Центра информационных технологий в прошлом году побывали в аналогичном бизнес-инкубаторе-IT-парке в Беларуси, где мы достаточно плотно общались с руководством и с резидентами, в частности, уже большого механизма, который называется IT-парк. На сегодняшний день там 16 тысяч человек работают, у них достаточно большие оборотные средства. Компаниями-резидентами являются большие компании мировые, с мировым именем. Так вот, после общения, после посещения Белоруссии, Минска, мы вернулись в республику и предложили немножко бизнес-инкубатору, уже который находился в стадии завершающей строительства, определить более четкое и конкретно направление деятельности. В основу были взяты информационные технологии, те продукты, которые на сегодняшний день имеют достаточную добавленную стоимость, те компании, которые у нас уже на сегодняшний день функционируют, работают. Также есть и достаточно много стартапов. Инициатива была поддержана руководством республики, и поэтому бизнес-инкубатор, который вводился в эксплуатацию, получил приставку названия IT-парк «Алания». На сегодняшний день это уже тоже такое, если говорить об этом как о проекте, этот проект находится в стадии junior, в стадии запуска стартапа. Прошли уже, насколько я знаю, все мероприятия. Во-первых, создана нормативно-правовая база деятельности, во-вторых, сформирован состав управленческий у бизнес-инкубаторов, в-третьих, уже прошли конкурсы, и первые резиденты не только уже заселяются в стены, в эту инфраструктуру бизнес-инкубатора IT-парка «Алания», но уже и заключают первые контракты, в том числе и не только на региональном рынке, на федеральном, российском и даже мировом. А конкретно говоря о резидентах, кто сейчас здесь есть и кто еще может иметь возможность сюда заселиться? Если говорить конкретно о резидентах бизнес-инкубатора IT-парка «Алания», то это субъекты, естественно, малого предпринимательства, да, потому что сам объект, инфраструктура, он оказывает поддержку объектам малого среднего предпринимательства. Да? И среди резидентов, если говорить о направленности, это информационные технологии и коммуникационные технологии. На сегодня этих компаний, насколько поступают и обновляются данные, 20. Все это ребята молодые, достаточно прогрессивные команды, которые представляют свои продукты и в сфере разработки программного софта. Даже есть какие-то решения по непосредственно хард, по железу, по железной части hardware. Есть разработки в сфере медицины, есть разработки в сфере энергосберегающих технологий, геоинформационных систем. Я думаю, что достаточно интересные продукты и сами команды представлены на сегодняшний день. Здесь созданы условия для их существования, развития, продвижения в том числе.
Нельзя говорить о том, что 100% из этих компаний найдут свою нишу на высококонкурентном, в принципе, рынке. Но в то же время уже ряд специалистов, как регионального уровня, так и федерального уровня, отметили высокий коммерческий потенциал продуктов и высокий интеллектуальный потенциал резидентов. А вот чем конкретно условия в IT-парке выгоднее для молодых предпринимателей, чем в любом другом офисном здании республики? Для предпринимателей здесь созданы льготные условия, хотя бы исходя из того, что они заключаются в льготной арендной стоимости, да? Но помимо этого особой привилегией является пользование консалтинговым. Да? На сегодняшний день мы понимаем, что у многих стартапов недостаточно опыта в области юридического обслуживания, даже элементарно бухгалтерского обслуживания, в области тем более продвижения, маркетинга, пиара продукта. С этим проблемы были всегда у компаний в сфере IT, молодых, начинающих бизнесменов. Поэтому помимо невысокой арендной стоимости в течение первых 3 лет существования бизнеса и резидентов, они еще и получают возможность продвижения внешнего. Возвращаясь к Центру информационных технологий, предприятие ЦИТ финансируется из государственной казны. Можете назвать сумму, каково годовое финансирование и что сделано вот за год существования? Вы недавно совсем отметили день рождения. Да, недавно отметили день рождения. И первый год, надо сказать, что был посвящен созданию команды. Сфера, я бы не сказал, что совсем новая, да, но здесь, во-первых, учитывались приоритетные преимущества, да, Северной Осетии, и мы прекрасно понимаем о том, что республика на сегодняшний день не имеет достаточного бюджета развития. Мы не можем позволить себе в ограниченном бюджетном, да, там, поле с ограниченным бюджетом строить и разворачивать огромные там производственные мощности. Северная Осетия должна, может, обязана использовать свой интеллектуальный потенциал. На сегодняшний день самая актуальная тема – это использование и применение именно информационных технологий. Что касается государственного финансирования Центра информационных технологий, на сегодняшний день это действительно так. И сам для себя и перед своей командой я брал какой-то срок, на который мы, решая государственные задачи по информатизации, будем рассчитывать с целью того, чтобы отказаться от государственного бюджета. Но вот так как объем задач достаточно обширный, объемный, поэтому такой срок я взял 2 года, о чем и заявлял ранее. 2 года мы будем существовать за государство, в том числе за государственные, я не говорю, что это только государственные, за государственные средства. Дальше Центр информационных технологий будет уходить от такой схемы и будет зарабатывать сам, причем делать это не только для себя, но и попытается приносить средства уже для республики. Что касается вот вопроса по финансированию, это 12 миллионов рублей в год. 12 миллионов рублей в год. Я считаю, что это сумма небольшая, по большому счету. Может быть, если к этому достаточно меркантильно относиться, может быть, она и не маленькая, да? Но там тоже не заложен никакой бюджет развития. Это сумма чисто на деятельность того штата, той команды, того коллектива, который на сегодняшний день есть и решает, еще раз повторю, государственные задачи. А вот у ЦИТа есть ли аналоги в других регионах страны и в чем отличие именно северостинского проекта? Аналоги у Центра информационных технологий республики действительно есть и практически в каждом регионе, ну, за исключением, может быть, там некоторых. И каждый Центр информационных технологий, он для себя определяет на региональном уровне свою нишу. Если сравнивать, допустим, Северную Осетию, да, вот сейчас мы сказали, что там в год это около 12 миллионов, да,
но 12 миллионов, я сразу же, я сказал эту цифру, да, но она состоит там из нескольких, на нас возложенные там, допустим, реализация того же самого ФЗ по развитию инфраструктуры, универсальной электронной карты. Здесь мы в пятерке лучших регионов по России находимся. Так вот, у Центра информационных технологий, он чуть-чуть иначе называется, Республики Мордовия, у них бюджет 1 миллиард рублей. Ну вот, хотя регионы, они немножко так аналогичны по численности, но задачи там вот стоят масштабно, и это подтверждается достаточно вот серьезными финансовыми влияниями со стороны государства. Мы не говорим, что нам нужны такие деньги, нет, нам предостаточно за то, что есть понимание со стороны руководства республики, парламента, главы и председателя правительства. Большое спасибо за то, что они неоднократно заявляли, подтверждали планы, и эти планы не расходятся с делом, тоже это очевидно, и мы это видим. То, что мы будем развиваться, и у нас перспективы немножко другие интересы, да, мы хотим приносить пользу республике в том плане, что еще и продавать какие-то продукты разработанные. Это тоже как наша первоочередная цель и задача. Вот вы назвали один из проектов, который курирует Центр информационных технологий, это создание электронной карты. Очень удобно на самом деле иметь на одной карточке все документы разом, но вопрос в том, готова ли республика и в частности госучреждения к приему вот в подобной технике. На сегодняшний день универсальная электронная карта, к ее внедрению на самом деле не готов еще, наверное, ни один регион. Есть 5 пилотных регионов в Российской Федерации, где темпы реализации этого проекта идут чуть более ускоренными темпами, масштабами. Северная Осетия стоит сразу же где-то за этими там регионами, немножко не поспевая. Главная задача, главная проблема — это действительно не получение там карточки, да, на сегодняшний день, а возможность ею воспользоваться. Возможность ею воспользоваться. В Северной Осетии уже реализован ряд, да, там, смежных с федеральным законодательством задач, которые стоят перед универсальной электронной картой. Вместе с тем мы понимаем, что на сегодняшний день очень актуальны именно инфраструктурные, решение инфраструктурных задач. Это чтобы человек, получив карту, мог зайти в любое там, применить ее в любом государственном органе, помимо этого не только в государственном, но и в транспортной инфраструктуре, в коммерческой инфраструктуре и так далее и тому подобное. Эта инфраструктура в течение там, короткого времени будет создана. Понимание и желание есть. Но на сегодняшний день, имея универсальную электронную карту на руках, что потребитель может сделать с ее помощью? То есть какие услуги он может получить? Держатель карты получает на карте записанный СНИЛС, записанное пенсионное удостоверение, да, страховое, это ваши биометрические, это ИНН ваш. Ну, то есть, по большому счету, это уже такой инструмент для пользования и ваша авторизированная индивидуальная подпись, да, с помощью которой вы можете получить доступ на портал государственных услуг. Мы уже тестировали и объявляли об этом в прошлом году. Тестовые работы прошли хорошо, все удалось. Теперь же мы в промышленную такую стадию внедряем эту систему. Среди проектов ЦИТа и народный контроль система, что вот она призвана делать и есть ли какие-то результаты? Если говорить по-простому, с помощью мобильного приложения, с помощью там, специальных программ на Android, iOS, Windows можно сфотографировать там, или оставить заявку на решение той или иной бытовой, организационной, хозяйственной проблемы и получить значит, скорый ответ. Да, либо он будет мотивированным, и ваша проблема будет решена, либо это будет отказ, либо пояснение причины. Ну, то есть
Система позволяет оперативно реагировать на заявки, на запросы граждан с помощью информационной системы. То есть фактически любой житель Северной Осетии, если его что-то не устраивает конкретно, может, по городу, да, может пожаловаться, и на его жалобу будет ответ. Да, так должна в идеале работать система. Причем ответ скорый, ответ, который дойдет до тебя лично, потому что вы используете свое мобильное приложение, свой телефон, да, может быть, там в контексте, и получаете непосредственно ответ на ваш запрос. Мы сейчас устраняем последние недоработки системы, настраиваем взаимодействие, потому что те документы, на основании которых работает информационная система, они, вот, допустим, для органов муниципальной власти имеют рекомендательный характер. Но при этом муниципалы, они поддерживают работу этой системы, она им интересна, они в том числе хотят и наблюдать за событийностью в городе, исправлять, вовремя реагировать на все заявки и запросы горожан. Да? Поэтому ее внедрение этой системы идет нормальными темпами, но не без каких-то бытовых там помарок, вопросов, которые будут в частности в скором времени, вот уже в течение 2 недель, точно устранены. А есть еще одна программа, разработанная ЦИТом, это «Открытый город». Что это за программа и какие функции? Был действительно предложен одной из команд продукт, который мы впоследствии совместно назвали «Открытый город». Что это такое? Это геоинформационная система, новое поколение информационно-коммуникационных сервисов, которое позволяет человеку с помощью установленного на мобильное устройство приложения найти себя, причем сделать это на разных языках, найти себя, проложить там от точки А до точки Б маршрут, найти любой объект на территории республики там одним кликом по системе One Touch System, то есть с одного касания найти объект, посмотреть о нем информацию, связаться с ним, написать, поделиться контактом. И более того, в чем заключается уникальность и коммуникационная направленность этого продукта, в том, что человек не только может получить информацию об этом продукте, но еще и коммуницировать с ним, то есть связаться, осуществить заказ, осуществить бронирование и так далее и тому подобное. На сегодняшний день система вот в базовом своем комплекте, она уже запущена, но потенциал этой системы очень высок. И я думаю, что в течение ближайшего полугодия, наверное, каждый житель республики может понять и ощутить комфорт и удобство пользования этой информационной системой, когда с помощью мобильника ты можешь решить очень много вопросов и задач. А какие конкретно объекты включает «Открытый город»? То есть, что это? Рестораны, гостиницы, что еще? Только по городу Владикавказу это 18 тысяч объектов. Самая большая база информационная – это объекты государственной, муниципальной, федеральной, коммерческой, культурной, географической и так далее направленностей. А вот подобная программа, подобное приложение, может ли оно быть прибыльным? И будет ли оно прибыльным? Оно обязательно должно быть прибыльным. Оно обязательно должно быть прибыльным. И вот коммуникационная и стратегия маркетинговая, она тоже прописывается, она существует. Конечно, приоритет у программы – это социальная программа, потому что все пользователи этой программы пользуются ей бесплатно. Более того, они делают эту программу, развивают ее под себя, делают ее комфортней, удобней каждый день. Но второе направление – это обязательно коммерческий продукт. Под это направление тоже есть понимание, желание, как его развивать. А когда «Открытый город» может выйти на самоокупаемость или когда может он уже своим разработчикам приносить деньги? Сроки сказать, да? Какие сроки? Я думаю, что реальный срок окупаемости программы – это где-то полгода. Но, во всяком случае, об этом говорится в бизнес-плане развития этого продукта. А что сейчас находится в разработке у сотрудников Центра информационных технологий? Возможно, есть еще какие-то интересные проекты?
Мы сконцентрировались на решении нескольких действительно наиболее перспективных и интересных задач, часть из которых мы уже представили на крупных международных, региональных и всероссийских форумах. В том числе в Сочи нами был продемонстрирован продукт управления территорией. Что касается самого продукта управления территорией, это геоинформационная система вкупе с системами самоорганизующихся mesh-сетей, вкупе с подсистемой телеметрии. У нас есть компания, опять же, это разработка не чисто Центра информационных технологий, а компаний сателлитов, да, с которыми мы ведем сотрудничество. Разработка очень перспективная, что признали и на международном форуме в Сочи, что признал и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров во время посещения Владикавказа и IT-парка Алания. Еще проекты, да, о которых можно поговорить. Так вот, один из самых серьезных, масштабных проектов, который имеет значение для Северной Осетии, это создание и развитие национального канала вещания Осетия ТВ. Так вот, этот проект уже начал реализовываться. Есть интересные перспективы. На первом этапе реализации этого проекта это существование интернет-телевидения. Он уже находится в завершающей стадии, в переходной к другому этапу, когда телевидение выходит уже в IPTV, IPTV как услуга, кабельные сети, аналоговое вещание и постепенно готовится, расширяется, ведет и обучает кадры на основе и на лекалах лучших телекомпаний, лучших медиа-агентств Российской Федерации, не только, к спутниковому полноценному вещанию 24/7. То есть на сегодняшний день достаточно много вопросов я слышу о том, что, ребят, зачем Северной Осетии телевидение, национальное телевидение? Отвечая на этот вопрос, я начинаю с того, что ведь есть уже ГТРК Алания, да, там как завершающая часть этого вопроса. ГТРК Алания действительно решает ряд задач локальных. У них, как у филиала федеральной государственной компании, свои задачи, свои форматы. Они делают достаточно много. Это команда профессионалов, которые для внутреннего рынка справляются с задачей поставки информационного контента. Вместе с тем, федеральный канал и федеральные задачи в ГТРК говорят о снижении качества национальной, не качества, а количества национальной тематики, что в принципе ущемит права национальных, да, там, или национального Северной Осетии. Вместе с тем, когда мы говорим о развитии собственного телевидения, мы видим, что на территории даже элементарно Северного Кавказа все республики имеют каналы, которые вещают на спутниковой основе. На спутнике. Значит, Северная Осетия остается в этом ряду единственной, причем имея гораздо больший потенциал, имея собственные кадры, имея учебный процесс, факультет журналистики, имея таких мэтров журналистики, которых мы имеем. Понятно, что сейчас законы развития информации и коммуникации, они несколько иные и требуют чуть иных подходов к реализации этой задачи. Но вот Осетия ТВ, я неоднократно уже говорил о реализации этого проекта, да, и там на федеральном уровне он звучит, он на слуху, и на окружном уровне он на слуху. Сейчас будет уже он активно развиваться и продвигаться здесь на региональном уровне. Так вот, я не говорю, что умышленно не говорю, что это телевидение, да, это будет новая медиа, да, новая медиа, которая будет иметь возможность транслироваться на всех коммуникационных площадках. Это и в социальных сетях, во всех каналах, со всех планшетных устройств. Ну, вот такой характер. Это один из проектов
Ну вот по заданию правительства один из проектов как раз Центра информационных технологий. У нас есть и несколько вопросов от наших зрителей. Вот в частности, Инал Тубеев интересуется, правда ли, что вы подписали или собираетесь подписать договор о сотрудничестве с Acer? Acer интересная компания, мы все знаем ее перспективы, ее продукты, один из мировых лидеров на самом деле. В частности, в рамках предварительного сотрудничества у нас на базе IT-парка Алани бизнес-инкубатора организован шоурум, да, такой демонстрационная комната, которая на оборудовании предоставленная компанией Acer функционирует. У нас в стадии проработки договор о взаимодействии и сотрудничестве между республикой и, ну, пока еще непонятно на каком уровне, там, и компанией Acer. Помимо этого, Acer не является единственным, да, нашим партнером перспективным, да, либо уже состоявшимся. Мы в конце года подписали в декабре договор о сотрудничестве и взаимодействии с компанией крупной Microsoft. Уже реализуем целый ряд социальных проектов с этой компанией. В перспективе развития и поддержка этих проектов. Это образовательные проекты. Они очень интересны. Они будут способствовать и стимулировать привлечению молодежи к информационным технологиям. Далее у нас планируется сотрудничество с компанией Adobe. Это что касается визуализации, 3D-графики, тоже курс для молодежи достаточно интересный. С компанией Autodesk. Ну, то есть мы работаем и планируем перспективное развитие и сотрудничество со многими лидерами. К сожалению, на сегодняшний день, да, я понимаю, что задачи у страны стоят по поиску и реализации сотрудничества с российскими компаниями. Это связано с теми санкциями в отношении страны, которые вводятся, да, и от которых там все за голову хватаются, но в основном не россияне, а представители бизнеса зарубежного. К сожалению, политика, она влияет, да, на там процессы. В любом случае, этот процесс информатизации, он не будет останавливаться, он будет продолжаться, набирать обороты, ход. Все это сопряжено с тем, что экономика должна выходить на новые задачи, на решение, на оптимизацию продуктов, да, там, и так далее. То есть, если вот четко, конкретно в двух словах говорить о компании Acer, мы планируем, и в течение ближайшего времени он выльется, наше с ней, с этой компанией взаимодействие выльется в конкретный документ. А вот что этот документ, подписание такого документа даст республике? Конкретно, по пунктам. Конкретно по пунктам мы будем иметь возможность получения хорошей техники, да, достаточно высокого уровня и качества на льготных условиях. Также компания Acer будет применять и обучающие программы реализовывать здесь на территории Северной Осетии. Будут активнее приглашать нас на различные там международные мероприятия разного уровня с целью обучения, опять же, специалистов, подготовки, демонстрации наших возможностей. Ну, то есть помимо практической части, когда мы получим экономический, да, возможный эффект, мы еще и получим такую образовательно-демонстрационную функцию. Есть еще один вопрос. Алексей Дзагоев спрашивает, могут ли выпускники вузов с соответствующей специальностью, но без опыта работы, попытаться устроиться на работу в Центр информационных технологий? Более того, нам интересны такие люди. Интересны в каком плане? Да, нет опыта работы, но не все вузовское образование на сегодняшний день говорит, что мы получаем готового специалиста. Вместе с тем, если такие люди есть, да, то мы их пытаемся, вот сейчас у нас целый ряд таких специалистов, мы их привлекаем от волонтерской работы и организации там, учебных курсов там, в школе, на базе школ, IT-парка и так далее.
Мы их привлекаем к обучению, мы отправляем их доучиваться, причем это может быть узкопрофильное образование, уже не чреватое там 5-летним периодом, а конкретное, локальное от 1 до 3 месяцев. Когда мы даем человеку уже конкретную специальность, конкретную направленность, в которой он может себя реализовать. Поэтому с такими ребятами мы достаточно часто, ежедневно общаемся. Мы их, даже если не находится возможности трудоустроиться там, в самом центре информационных технологий, мы их рекомендуем в нашей компании сотрудников, в нашей компании сателлиты, с которыми мы сотрудничаем, либо мы их включаем в кадровый резерв, пытаемся включить в образовательные какие-то. Нам интересны такие люди, и мы за сотрудничество. Ну и последний вопрос. Как Центр информационных технологий влияет на развитие общества? О, вот как. Центр информационных технологий может влиять только успешно реализованными продуктами. Да, я сейчас не хочу сказать, что мы уже что-то вот все там реализовали, да, но на самом деле наша задача какая? Наша задача консолидировать эту отрасль. И уже порядка 1000 человек прошло через общение с нами за этот год. Это очень большая цифра. Это люди, с которыми мы либо ведем работу, либо мы ведем и даем работу, либо мы повышаем их квалификацию, либо мы строим планы на взаимодействие, либо мы занимаемся реализацией совместных продуктов и проектов. То есть говорить о глобальном обществе, это не говорить практически ни о чем, но говорить о конкретных задачах и конкретных показателях эффективности, я могу. Вот 1000 хотя бы те человек, которых мы профориентировали, подсказали, помогли, трудоустроили, это показатель. Есть в ближайшее время мы принимаем, на ближайшем заседании правительства мы принимаем концепцию развития информационного общества, информационных технологий в Республике Северная Осетия, Алания. Создана ассоциация организации информационно-коммуникационных технологий. Вот эти направления деятельности нашей, они тоже говорят, что мы пытаемся заниматься развитием. Насколько это хорошо получается, но вот со стороны, во всяком случае, достаточно много хороших отзывов. Я не сторонник того, чтобы самоуспокаиваться, и тем более с каждой решенной задачей я вижу перед собой и перед своей командой ставлю еще больше задач. То есть это процесс развития общества, он нескончаемый. Поэтому мы, надеюсь, в этом процессе участвуем, но как основных двигателей я бы себя не стал заявлять. Что ж, Дмитрий, мы благодарим вас за интересную беседу. В эфире была программа «Интервью», и сегодня в нашей студии был генеральный директор Центра информационных технологий Северной Осетии Дмитрий Рейсих. Всего доброго.